Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», «Парикмейд доктор». С вами Иван Луцкан. Первые методики по выхаживанию человека после переломов и других травм были созданы еще в Древней Греции. Профессия травматолога получила толчок к развитию с момента внедрения рентгеновских лучей в медицинскую отрасль. Также формированию этого направления способствовало развитие хирургии. Травматология сегодня — это отдельная, важная и высокотехнологичная медицинская отрасль. Врач-травматолог — это квалифицированный специалист по вопросам лечения и реабилитации костных тканей. В своей работе он активно пользуется различными методами, от медицинских препаратов до лечебной физкультуры. Травматолог оценивает, как протекает процесс заживления ткани, подбирает методики лечения, а в случае необходимости может направить на повторную операцию. О том, как сегодня развивается травматология в Республике Саха-Якутия, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, известным врачом-травматологом-ортопедом, заведующим травматологическим отделением Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Степаном Тардуиным. Добрый вечер, Степан Семенович. Добрый вечер. Ну, если провести градацию тех пациентов, которые поступают к вам в отделение, с какими травмами чаще всего люди поступают в стационар? Так, в стационар поступления последние годы участились, потому что виды травм, они получились как бы высокоэнергетическими, травмы серьезные, возможно, это на фоне остеопороза, возможно, связано с тем, что количество пожилых старческого возраста людей тоже увеличилось. И если подразделить травмы на бытовые, производственные, уличные, бытовые травмы превалируют. И в том числе есть травмы вследствие ДТП, так как у нас количество машин увеличилось, дороги стали ровными и все гоняют. Стали ровными, но не очень безопасными, скажем так. Условия для пешеходов, я считаю, не очень хорошими. Хотя как бы все делается к этому. Меня больше поражает то, что мы не можем создать пешеходные переходы вне улицы. Или сверху, или под низом, как обычно делается в других городах. Надо было бы решить эту проблему, и меньше было бы проблем с пешеходами при переходе. Да, но остались бы автомобилисты. Автомобилисты бы стали бы ездить посвободнее, увереннее, и бились бы внимательнее, возможно, были бы. И били бы только друг друга, если что. В этом смысле слова. Еще что могу сказать. Производственные травмы тоже увеличились в связи с тем, что у нас строительные процессы очень хорошо идут, стройки шли, и они идут не как раньше, там, только летом, и круглогодично сейчас идут. Даже, можно сказать, холодный период года идут. Так что травм очень много. А есть вот в Якутии, возможно, какие-то особенные случаи? Вот травма на Мунхе. Есть такие, связанные со льдом, имеете в виду, да? Есть такие травмы, конечно. Народ выходит на лед, и так как в некоторых регионах страны-то нету такого льда, чтобы человек пошел и начал бегать по льду, то в основном, наверное, детские травмы. Дети же любят по льду бегать. Но сейчас я не могу сказать про детские травмы, но у нас тоже преобладает, когда гололед, вот в последнее время очень много было травм, связанных именно со скользкостью на льдине, так получается. А на Мунхе, именно на Мунхак народ, наверное, ходит в обуви, нормальной обуви, чтобы не споткнуться, не упасть. Так что... Охота, рыбалка. Охота — это огнестрельные ранения. Случайные огнестрельные ранения очень много в последнее время. И с тяжелыми последствиями идут. Огнестрельные дробовые, огнестрельные пулевые. Есть курьезные случаи, когда вроде бы прострелили человека, но человек оказался без повреждения внутренних органов. Вот такие даже были случаи. Они поступают тоже Поступают к нам тоже. Но если это ранение с повреждением конечностей, и к нам поступает. Но я так понимаю, что у травматологов горячий так называемый сезон — это весна-осень.
Он Сейчас, гололед? Петрович, у вас... Ну, сейчас такого горячего сезона нет. Сейчас всплеск может быть, но когда вот гололед начинается, ну, небольшой всплеск, но все время народ поступает в огромном количестве. Мы в неделю за 7 дней принимаем около 40 человек и столько же человек выписываем. Ну, неделю. Все дни, за 7 дней мы принимаем. Вот, например, был самый горячий период, когда мы по 40 человек, по 40 с лишним человек принимали и столько же выписывали за 7 дней. И столько же операций делали. Получается, мы целое отделение, небольшое, ну, скажем, отделение, там 30 коек, 35 коек, 40 коек мы принимаем и выписываем за неделю. Вот так. Это что же был за объем травм, что за период такой был? Ой, ну вот недавно, вот, когда вот осень началась, вот как раз всплеск, 2-3 недели такого, так и было. Но сейчас более-менее утихомирилось, но в среднем, если посчитать, за неделю поступает около 30 человек. 30 человек конкретно поступает. Где-то 28, где-то 35, так, ну, в среднем 30 человек поступает. И столько же мы выписываем. Мы стараемся выписывать больше, потому что коек у нас мало. Мы работаем на поток. Одной из самых распространенных, если я не ошибусь, травм все-таки являются переломы. Как избежать этого перелома в Могу случае сказать, очень падения? вот в связи с последними ситуациями Минздраве приняли закон, который требует лечения перелома проксимального отдела бедра у пожилых и старческих людей за 48 часов оперировать. И мы вот это вот перелом проксимального отдела бедра, то есть перелом шейки бедра, чрезвертельные, межвертельные, подвертельные, они требуют быстрого оперативного лечения, чтобы человека поднять, активизировать, чтобы человек не заряжался. Это очень хороший закон. Были рекомендации, сейчас приняли закон. И благодаря этому мы стараемся приобрести быстро нехватающие расходные материалы. Ну, тютелька сразу. Сейчас успеваем приобретать. Я могу вам сказать, что мы за последние 3 недели, скажем, поставили 15 протезов биполярных и 12 протезов тотальных. Это пожилым людям. Огромное количество поступает. Сегодня у меня сейчас в отделении лежат 2. Сегодня одна поступила, вчера одна поступила. Но, извиняюсь, конечно, за то, что, ну, за неимением биполярного протеза, предусмотренного для пожилых старческого возраста людей, мы их не можем. Мы можем их оперировать только тогда, когда они к нам придут. Они вот обещали привезти стемженцы в конце недели. Постараемся их дотянуть до этого времени, хотя мы нарушаем закон, как бы, в этом плане. Но вот все-таки, если ты упал, как себя обезопасить, чтобы не усугубить последствия травмы? Надо позвать людей на помощь. Если вы чувствуете, что не можете двигаться, надо позвать людей на помощь, чтобы посторонний человек пришел, удостоверился и вам помог вызвать скорую помощь, специализированную какую-нибудь бригаду, или хотя бы перенести в помещение, где можно выжидать. Сейчас же холодно на улице. Если вы упали на улицу, это уже все, сейчас можно замерзнуть, получить переохлаждение. Это уже усугубляет. И развиваться на 2 отделения, ожоговое и... Да. Это очень сложная ситуация будет. Поэтому в любом случае надо кого-то вызвать на помощь. Ну, я считаю, что народ сейчас у нас отзывчивый. Помогут перенести, вызвать и помощь или 03 хотя бы.
этом Ну, вот, плане. как в известном фильме «Бриллиантовая рука», Семен Семенович, вы обманываете, у вас там не открытый, не закрытый, а открытый перелом. Есть. Вот как определить, что у тебя, ушиб, вывих или перелом, и бежать ли в травмпункт, или Болевая можно ситуация все равно при любой травме, даже ушиб даже бывает иногда больнее, чем перелом. Ну так рассказывают, да? Так по клинике описывается. Если боль сильная, надо подождать и попросить холод приложить хотя бы. Отвлекающий, рефлекторно отвлекающий метод снятия боли, холод, приложить холод и все в этом плане. И постараться двигаться. Если движение вызывает боль, тоже исключить движение. Вот так я считаю. Другого выхода нету. Но вот помощь придет, тогда надо попросить уже иммобилизировать руку, ногу, попросить чем подвязать, привязать. Но для этого и подручные средства обычно пользуются. Картонные коробочки, кусочки картона, деревянные какие-нибудь палочки можно использовать. Перевязать шарфом хотя бы. Бинтов обычно люди не носят, но на охоте обычно носим. Я ношу там и все в аптечку складываю и хожу. Но в таких случаях, когда ДТП, у них аптечка есть в любом случае, можно применить иммобилизирующие механизмы, средства, которые предусмотрены для этого. Как отличить? Перелом он уже деформации приводит. Деформацию конечности. Видно, что рука, нога там деформирована, нарушено обычное состояние. А так ушиб характеризуется болью. Сильной болью, возможно, кровоподтеком может быть. Но деформацию она не вызывает. Так что А если трещина небольшая? трещина небольшая считается переломом, но это уже определяется уже при рентгенском. Поэтому лучше всего, даже если ударился, ударился... в любом случае надо сходить, доехать до травмпункта или до специализированной клиники, больницы, и там показаться специалисту, который вам определят, что дальше делать. В общем, исходить из худшего. А вдруг Да, там будет а вдруг лучше? перелом, а вдруг там все хуже, чем на самом деле вам кажется. Поэтому в любом случае надо себя обезопасить. И все-таки обращаться в первые часы, а не затягивать, потому что там могут лучше первые часа не ждать. Если обычно народ у нас терпеливый, там на следующий день пойду и все. А к этому времени уже развиваются отеки, местные воспалительные процессы, и срочно оказывать какую-то помощь уже невозможно бывает. Приходится ждать спадения отека, улучшения циркуляции крови, кровоснабжения. Неправильное сращение, может быть, опять. А она вызывает уже затягивание процесса лечения. Угу. Что такое компрессионный перелом позвоночника и как с ним можно спокойно жить много лет и не зная об этом? Компрессионный перелом — это вот как можно представить для народу, как кубик пластилина поджать, и такое же происходит с позвонками, с телами позвонков. Так как они губчатые, да? Да, они губчатые, они при больших нагрузках, обычно при сгибании, при падении с высоты на механизм сгибания происходит уплощение передней поверхности квадратного позвонка, скажем так, да, и он становится трапециевидным или клиновидным, как обычно описывают в книгах, да, и вызывает, конечно, естественную боль. Если это не грудной отдел где-то, то происходит до такого, что человек не может дышать. Его надо немножко привести в себя, чтобы он раздышался. Вот такое, как говорится, кратковременная потеря дыхания, способности дышать. Вот это вот признак того, что у человека появился перелом грудного позвонка. Так, перелом поясничного позвонка человек тоже не может сразу подняться, ходить. Но со временем вот они как бы доползают, доходят, доезжают как-то до дома, лежат.
Потом со временем, конечно, лучше становится, меньше как бы боли, и человек живет. И потом при какой-то медосвидетельствовании или медосмотре они обнаруживают у себя переломы. Это вот люди, скажем, среднего возраста. У пожилых людей они происходят автоматически в течение жизни. Они уплощаются просто. Уплощаются за счет веса, за счет потери плотности костной ткани. Позвонок он уплощается сама по себе, сплющивается. И у пожилых людей, если посмотреть позвонок, они все с низкой высотой уплощенные. Это называется перестроечные переломы. Это у всех. Поэтому пожилые люди, старческие возраста люди, они все становятся ниже ростом, немножко горбятся, и вот так и ходят, сутулятся и ходят. Детские юношеские травмы как могут аукнуться в зрелом возрасте? Детские юношеские травмы, естественно, если они очень серьезные травмы, но они потом повлияют на нарушение. Ну, человек будет расти, ребенок, опорно-двигательный аппарат растет, и в то же время там нарушение. И это все потом приводит к тому, что нарушается осанка, нарушается. Осанка нарушается, все это уже, скажем, остеохондроз поясничного отдела, шейного отдела, грудного отдела, потом пяточные эти, как в народе говорят, шпоры, потом коленки будут болеть. Соответственно, и внутренние органы от этого пострадают. Так что очень много последствий. Так что детей надо беречь, особенно вот, в таком возрасте, когда они начинают заниматься спортом усиленно, их заставляют там участвовать на больших соревнованиях. Надо индивидуально подходить. Есть люди, которые быстро растут, созревают быстро. Их-то еще, они, ребята, еще могут в каком-то своем возрасте участвовать. А есть дети, которые долго растут, физиологически, там, генетически долго растут. Их надо беречь, и все. Вот футбол, например, очень многие дети сейчас занимаются. Если они вот суставы, связки надорвут, скажем, да, обычно так говорят, связки надорвали, там, то перетянули ту же связку, они же будут потом болеть. Все равно будут болеть. Потому что разрывы связок, они восстанавливаются, не в такой степени, как от природы. Они теряют эластичность, и все равно будут болеть потом. И это уже человек заведомо уже с больным суставом будет. Потому что связка, окружающий сустав, он удерживает сустав в правильном положении. А связка, которая не удерживает или слабо удерживает, он приводит к сублюксации, неправильному движению в самом суставе. И получается заболевание именно артроз, артрит, который приводит к протезированию. А есть болезни, которые просто вокруг, мышцы, связки болят вокруг сустава. Это уже другое, там можно тоже по-другому лечить надо. Вот как раз вы затронули шпору. Что это такое? Вот, чтобы людям объяснить. Пяточная шпора. Шпора. Что с ней делать? Лечить надо. Как? Очень просто даже. Это надо сходить к хорошему мануальному терапевту или остеопату, сейчас говорят. Да? Я сам тоже занимаюсь этим вопросом иногда, встречаюсь. Я что могу сказать? Пятка – это самая травмоопасная, да, травмоопасная, где нагрузка на нее. Да, большая нагрузка он несет. И амортизирует любое движение, которое, при ходьбе, при беге, да. И у него вот связка пяточная, вот это вот апоневроз пяточный, он все время растягивается под движением. И когда у человека нарушена осанка, неправильная установка вообще опорно-двигательного аппарата приводит к тому, что пятка начинает очень много варьировать, двигаться, делает слишком много неправильных движений, чтобы уравновесить человека. Это вы помните, мы раньше в детстве играли, палку брали, поставили и держали, да? Кто сколько удержит. Вот считайте, у вас пятка, и вы удерживаете тело, чтобы она не упала.
И вот это вот колебание, вот это вот движение, все передается пятке, и она устает просто. И начинает болеть связка. Вот это вот шпора. А эта связка, он тянет косточку, которая прикреплена к пяточной кости. И когда рентген-снимок делают, там видно, что там что-то выросло. Вот я говорю, о, шпора выросла. На самом деле это болит связка, апоневроз пяточный. И вот микротравма в области прикрепления апоневроза, пяточного апоневроза к пяточной кости вызывает вот эту вот боль. Физиолечение помогает. Физио, еще плюс это, осанку надо менять. Это пятка связана с первым шейным позвонком. Вот мы же удерживаем голову. Вот это вот. Вот так делаем, вот так вот. И вот если не лечить шею, не разблокировать там всякие вот эти функциональные блоки, то пятка и будет болеть. Я вот недавно ходил на рыбалку с друзьями. Там у нас знакомый, у него пятка болит. Я говорю, ну давай чуть-чуть я полечу, покажу, как. И его полечил, сидишь и крутишь головой, крутишь. Туда посмотрел, удерживаешь, усилия делаешь. Ну, как бы освобождаешь вот это вот первый и второй позвонки, блок. И все, у него пятка отошла, легче стало, и пошел. И все время, весь вечер говорю, надо к тебе сходить на массаж. Не ходи, говорю, сам занимайся. А с плоскостопием как быть? Вот этот диагноз, который То же сейчас самое, тоже это слабость, получается, вот это вот апоневроза. И распластывание идет всех связок. Как с ним А бороться? потому что тоже вес другой у детей, лишний вес появляется, мало ходят, мало занимаются. На цыпочках тоже надо ходить детям. Правильная осанка. Вот это все влияет на обувь нормально должна быть, по идее. Ну, обувь там это как бы вторичная. Вообще есть заболевания эти соединительной ткани, когда с детства есть слабость связочных аппаратов. Вот эти дети в основном сразу плоскостопие выдают. На плоскостопие еще можно потренировать вот мышцы, вот связочный аппарат, носить, скажем, сапог кирзовый, как раньше говорили, кирзовый сапог и со стелькой. Все нормально будет скоро. 2 года отслужить, и все будет хорошо. Давайте не об этом, лучше давайте об ортопедических стельках. Вот насколько они помогают исправить. Я не могу точно сказать, потому что я этим как бы особо не слежу. Но, как утверждают специалисты, которые производят и продают стельку, они говорят, замечательно. Но я не видел человека, чтобы он говорил, да, вот эта стелька мне вообще здорово помогла. Я еще такого не видел человека. Но их надо носить, потому что разгрузить вот эту связку, подошвенную связку и вообще весь голеностоп от нагрузки, она помогает, амортизирует. Потому что если у вас амортизатор сам по себе природный и слабый, надо что-то подставить, чтобы он реагировал, чтобы меньше было травм. На суставы я имею в виду, голеностопный отдел, коленный сустав получается. Потом уже все суставы взаимосвязаны. Пяточный, голеностоп, колено, тазобедренный, все они связаны. Одно заболело, другое страдает. Страдает до такой степени, что потом уже начинает отмирать. Пишут же асептический некроз головки бедра. Это за счет чего? За счет микротравмы, которая постоянно, за счет нагрузки, которую он на себя взял, разгружая другой сустав, скажем так. Еще плюс там остеохондроз поясничного отдела, нарушение питания, нарушение мышечных, спазм мышц. Вот это все. А унты-то там все плоское, подошва. Унты это вот падение. Унты это падение. Если вы все время на унтах будете ходить, если вы не зайдете там с улицы в теплое помещение куда-то,
то точно не упадете. Будете спокойно ходить по улицам. Мгм. А так он нормально. Если связка нормальная, подошва нормальная, походка хорошая, то любая обувь. Йоги утверждают, что молодость — это здоровые суставы. Действительно ли старение приводит к проблемам с суставами? Гибкий человек всегда был, молодо выглядел, по-моему, да? Вот поэтому, ну, и вот йогой я не занимаюсь просто. Ну, движения в суставах, движения, которые должны происходить в суставах, они должны происходить. Если замуровать сустав какой-нибудь, ну, типа загипсовать, даже здоровый сустав, ну, для сравнения, скажем, одну руку загипсовали, ходи там месяц, потом оно у тебя не будет работать вообще. И потом долго надо будет разрабатывать, лечить, как бы боли, там, отеки, все это. Поэтому любое движение, да, в любом суставе должно быть движение. Поэтому мы сейчас и стараемся быстро оперировать людей, чтобы двигались. Раньше же мы как делали? Гипсовали, лучше, ну, лучше в типичном месте загипсовали, месяц ходи, потом он долго разрабатывал. Угу. А сейчас стараемся оперировать, чтобы, наоборот, человек начал двигать всеми суставами. Ну, это реабилитация, получается, чтобы была реабилитация. Близко к нормальному уровню жизни, скажем. Сделать человека ближе к нормальному уровню жизни. Вот у нас люди любят вот так делать. Там раз Ты похрустели, вот у меня не тоже получается. хрустит, но я не чувствую, что от меня от этого плохо. Но это у всех, по-моему, есть такое, да? Вот это полезно, не полезно. Ну, в каком-то отношении полезно, когда... Почему он сустав вот это вот щелкает? Потому что там идет, скажем так, блок, ну, мышцы, связки, которые вокруг сустава, они как бы в напряжении находятся. И если вот тыщ, и она как бы освободилась. Это манипуляция получается. Когда вот позвоночник еще Да, трясет. ну, это манипуляционные движения, манипуляционные методы, они же как бы улучшают состояние человека, кровообращение улучшается. И человек, когда похрустывает спиной, там, с позвоночником, они все равно чувствуют облегчение. Но почему у детей сейчас такое очень часто получается? У некоторых детей совсем вообще хрустят по-страшному. Ну, это, скорее всего, дегенеративные какие-то, ну, не дегенеративные, а какие-то... Дегенеративные — это когда уже человек в возрасте, получается. А у них какие-то изменения в составе, генетическое какое-то там. Расхлябанность суставов. Вот, а какой вид спорта вы бы порекомендовали, чтобы он был полезен для суставов, для работы? И при этом после этого вида спорта люди не стали клиентами вашего отделения? Вот, есть грань где-то между добром и злом? Я не спортсмен, конечно, но не стал заниматься спортом, потому что почувствовал, что спорт, он, конечно, хорош, но может привести к таким последствиям, которые потом будем очень сожалеть. А вид спорта, ну, побегать. Бег, я считаю, что это нормально. Но не бег там, как говорится, через себя, там, через свои силы. У каждого определенного, ну, человека есть свой определенный ресурс организма, который он должен чувствовать, который он взял у отца, у матери, у деда, у бабушки. И вот это он должен интуитивно знать и заниматься только до той поры, пока это есть такая возможность, что можно отдохнуть и чтобы организм восстановился. Но бегать марафон, это, конечно, можно, но сколько долго можно это? Есть люди, которые занимаются просто работой на улице, там, физический труд. Это тоже как бы движение, хорошее движение на воздухе. Сенокос, вот сейчас очень модно, ну не модно, а сейчас как бы хотят детей приучить к этому. Даже городских детей там иногда возят, я знаю, на школу, где Александр Константинович возил ребят, и они занимались
косили сено. Это тоже очень хороший вид движения, спорта, скажем даже. Есть просто колоть дрова, тоже приятно. Но чисто из спортивных таких, мне кажется, вот йога, да, без нагрузки без нагрузки на тело, без нагрузки лишних там, просто двигать и напрягать мышцы, уметь расслаблять мышцы, напрягать мышцы, вот это вот стрейчинг, растяжки хорошие делать. Гимнастика, я не скажу, что гимнастика это тоже как бы травматичная, но надо все свои мышцы, связки растягивать. Степан Семенович, ну и в завершении, наверное, вопрос. Как вы в целом оцениваете состояние травматолого-ортопедической помощи в России и у нас в республике? Какие-то современные технологии? Сейчас я скажу, что у нас в этом году 70 лет травматологической службы республики. В этом году исполнилось 70 лет. Но мы еще пока не отметили, мы отметим его где-то 15, у нас будет конференция 15-18 декабря, вот через месяц. Да, поздравляю вас. Спасибо. И мы как бы организуем конференцию, пригласить хотели много гостей, но не получается, финансирование как бы слабое у нас. Ну а мы сами, республика, отмечает достаточно серьезная дата, 70 лет. И мы как бы готовились к этому. Состояние травматологической службы, в период моей работы, я скажу, да, даже вот за мой период работы он очень сделал большой скачок. Скачок вперед. Сейчас мы используем все виды современных достижений травматологической службы мировой травматологии, скажем так. За исключением некоторых видов, возможно, совсем высокотехнологичных, которые требуют какого-то там супероборудования. Но в основном травматология остается это хирургической специализацией. Тут важен не наличие оборудования, да, важно понимание сущности и умение доктора. Умение доктора оперировать, восстанавливать, потом реабилитировать. Я считаю, что мое отделение, где я работаю, очень хорошие специалисты собрались. Вот как кадровый состав сейчас очень благоприятный. Не дай Бог упустить такой момент, когда надо подготовить еще и будущее поколение. Мы же скоро все равно уйдем. Поэтому надо сделать так, чтобы я пожелал бы, чтобы появились кадры, действительно могущие работать. Я всегда говорю, не оборудование работает, не инструменты работают, а работает человек. И тем более с такой нагрузкой, как наше отделение, нашей больницы, круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи очень сложно, очень трудоемкая работа. И количество врачей, конечно, у нас уже как бы меньше стало. Некоторые ушли. А так наше отделение, травматологическая служба в городе Якутске, я скажу, да, не буду лукавить, в городе Якутске нормально. А по районам очень слабая, очень слабая. Есть 2-3 района, которые еще более-менее могут работать. Это Мигано-Кангаласский район за счет травмоцентра второго уровня хорошо работает, достаточно хорошо работает. Верхнееврюйский работал хорошо, пока был там один доктор, тоже хорошо работало, но сейчас там тоже никого нет. Видите, нехватка специалистов, кадров, которые могут работать, они имеют просто диплом, очень сложная ситуация. Поэтому надо именно воспитывать, высмотреть где-то, вытащить студента, учащегося мединститута, и подготовить его к таким сложным специальностям, как травматология, хирургия, анестезиология, реанимация, и которые всегда
на передовом получается. В целом, про Россию я скажу, что если сравнить наш регион, вот, Дальний Восток, среднюю полосу, ну, я не скажу, там Москва, там Питер, Новосибирск, институты я имею в виду, наша травматологическая служба на высоком уровне. На высоком И это уровне. отлично. Да. Я хотел бы поблагодарить Степан Семенович за то, что вы пришли к нам сегодня в студию, пожелать удачи в вашем нелегком труде и, конечно, зрителям пожелать безопасности, чтобы мы сами себя оберегали и не становились клиентами заведующего травматологическим отделением Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Степана Семеновича Тардуина, который был сегодня у нас в гостях. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет здравоохранение Якутии. Всего вам самого доброго и, конечно же, здоровья. Берегите себя.